Осинская продукция с немецким акцентом. Сразу несколько крупных компаний вышли на европейский рынок. Производитель воды «Бухардон» заключил договор на поставку своей продукции в Германию. Также немцы заказали уже всем известный не только в Осетии, но и в других российских регионах соус нартов. Как удалось производителям выйти на новый уровень и какой путь проходит продукция, прежде чем попасть в руки покупателей? Об этом расскажут мои коллеги. Свой путь минеральная вода начинает из скважины. Она на территории предприятия. Пройдя буквально 10 метров, вода попадает в цех. Здесь она проходит через несколько фильтров, чтобы исключить ненужные примеси и тяжелые металлы. За составом воды постоянно следят. Вода подготовлена, она поступает в специальные резервуары, смешивается до сатураторов при определенной температуре с углекислотой, обеспечивая и минеральность, и газированность ее. И, разливается на основании технологического процесса этой линии. Линия сама состоит из нескольких главных элементов. Это подготовка самой емкости, самой тары, в которую разливается минеральная вода. Емкость для продукции изготавливают прямо в цехе. Маленькая колба, проходя через 5 зон, равномерно нагревается. В каждой зоне определенная температура. Все для того, чтобы бутылка была одной толщины, не треснула и не лопнула. Готовая сформированная емкость попадает к операторам цеха. Их задача – исключить любой брак. Готовые емкости попадают на линию промывки. Чтобы бутылка не нагрелась, температура воды невысокая. После бутылки попадают на карусель розлива. Здесь они наполняются уже газированной минеральной водой, которую предварительно подготовили в специальных сатураторах. Там она смешивается с углекислым газом. Здесь же бутылки закупориваются и после попадают на конвейерную линию. Производство в цехе практически автоматизировано, но на каждом этапе за качеством дополнительно следят операторы. Кроме минеральной, на заводе выпускают и питьевую. Для ее производства используют родниковую воду, а еще 8 видов лимонада. Основной потребитель продукции – наша республика. В этом году ее стали поставлять и в соседние регионы – Кабардино-Балкарию, Краснодарский край, Адыгею и Ростовскую область. А недавно предприятию удалось выйти и на европейский рынок. В конце июня компания поставила первую пробную партию лимонада в Германию. Состоялись онлайн-переговоры с дистрибьютором с Дюссельдорфа. На этих переговорах мы обсудили все детали. Сумма контракта на первом этапе составляет 40 тысяч евро. На первом этапе мы направили пробную партию в количестве 2000 бутылок. После этого будут сформированы позиции, которые мы будем направлять на постоянной основе. Выйти на новый уровень удалось и предприятию «Просторос». В 2017 году здесь решили вдохнуть новую жизнь в соус нартов. На комбинате его производили еще в 60-е годы, но тогда вся продукция экспортировалась. Сейчас производители усовершенствовали рецептуру, и соус появился на местных прилавках. Вся работа начинается с заготовки листьев и самого перца. Все знают, что перец растет у нас осенью, да, ближе к октябрю. Мы заготавливаем листья перца. Вот здесь вы можете наблюдать, в 3-литровых баллонах мы готовим их. Но здесь сложнее процесс, нежели с обычными листьями перца, которые непосредственно мы покупаем в магазинах. Добавление самого плода в обязательном порядке, конечно, чтобы он придавался ту остроту, ту пикантность, которую он имеет. Заготовки хранят при определенной температуре не меньше 3 месяцев, чтобы после их легко можно было измельчить и смешать с остальными ингредиентами. Готовый соус, не теряя своих вкусовых качеств, может храниться до 2 лет. До недавних пор продукцию поставляли на местный рынок. Часть уходила в Южную Осетию, Москву и Московскую область. Буквально на днях первую партию соусов отправили в Германию. Для начала это будет 10 супермаркетов. Выбрали мы с нашими партнерами 10 супермаркетов. Там будет на начало будем, естественно, проводить дегустацию, потому что немецкому потребителю вряд ли просто баночка что-то скажет о том, что это соус нартов, поэтому его необходимо будет знакомить в процессе дегустации. А дальше мы уверены, что нашим потенциальным потребителям, немцам, скажем так, я думаю, придется по душе наш продукт соус нартов. Переговоры предприятий с немецкими потребителями организовал Центр поддержки экспорта. 3 года назад его создали на базе Центра поддержки предпринимательства. Работу он свою не прекратил даже во время пандемии. Все перешло в онлайн-формат. У нас по поддержке экспорта есть такая услуга, как поиск партнера. И 3 предприятия наши вышли на немецкий, германский рынок.
Мы их свели с немецкими потребителями, с предпринимателем, который готов закупать их продукцию. До отправки продукции мы провели ряд онлайн-мероприятий, где были рассказаны и обучены наши предприниматели, как презентовать свою продукцию на германском рынке. У каждого рынка есть свои потребности, свои нюансы. Производители уверены, выход на европейский рынок – лишь первый шаг. В планах расширить объемы и модернизировать производство. И познакомить с осетинской продукцией потребителей и других стран. Алина Хасцаева, Алан Суанов, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии.